Внимание, говорит Якутск. Едва только утро вставало над нашей страной, как в эфир шли первые позывные. В первые 2 десятилетия 20 века в Якутии, подобно другим национальным окраинам России, радио имело неоценимое значение для просвещения населения, которое только начинало учиться читать и писать. В начале 20-го столетия на обширной территории в 4 миллиона квадратных километров проживало 280 тысяч человек. В трудных условиях 4 года строилась первая радиостанция в Среднеколымске и открылась в декабре 1918-го. К моменту образования советской автономии уже были установлены приемные радиостанции в Верхоянске, Алекминске, Вилюйске и Якутске. В эфире якутского радио большой популярностью пользовался литературно-музыкальный радиоальманах «Геван», выходивший на языках коренных народов республики. В первые 3 года своей деятельности редакторы собрали множество песен и сказок народов севера Якутии. Хронометраж собранных материалов составил более 25 часов. Было очень сложно оформлять, особенно молодежные передачи, литературные, потому что там хотелось что-то национальное, свое. Но какими-то отрывками где-то, откуда-то. Впрочем, радио Тетим не единственная радиостанция в Якутске. Сейчас их насчитывается около 20 штук. Это как ретрансляция сигнала федерального вещания, так и местные прямые эфиры. Так, в столице региона расположилась студия СТВ-радио. «Ваганское небо», «Нордический тип» – легендарная на самом деле песня в своем роде. И, конечно же... Сейчас охват вещанием в FM-диапазоне в Якутии составляет более 500 тысяч человек. Диджеи, работающие в прямом эфире, признаются, что быть причастным к радиовещанию уже неотъемлемая часть жизни. Когда ты выходишь в эфир и понимаешь, что твой голос слышат многие тысячи людей, это волшебство. Когда приходишь на станцию, ты начинаешь по-другому думать. То есть там уже забываешь про то, что надо сейчас картошку посадить и так далее. То есть у тебя идет эфир. И понятное дело, как он вильнет, никто не знает. И это цепляет. Как бы то ни было, День радио – праздник особенный и для коротковолновиков радиолюбителей, которые, даже будучи вдали от дома, находятся на одной волне с единомышленниками. И, разумеется, с теми, кто оперативно информирует о важнейших событиях или просто настраивает на позитивный лад. Надежда Саханская, Илья Сыромятников, Георгий Григорьев. Якутск.